Доброе утро! Начинаем новую неделю вместе с «Утро Якутии». Заряжаемся на плодотворные, на добрые и позитивные новости на эти предстоящие 7 дней. А чтобы они были максимально полезными и интересными, просыпайтесь вместе с нами на телеканалах «Якутия-24» и НВК «Саха». На этой неделе каждое утро встречаю с вами я, Полина Доленская. Я желаю вам всем доброго и бодрого утра. И вот о чем мы сегодня вам расскажем. Что делать, если соседи сильно шумят и нарушают ваш покой? К кому обращаться и как доказать факт нарушения тишины? Наша рубрика «Советы юриста» подскажет, что делать в такой ситуации. В Якутске началась акция «Коробка храбрости». Акция приурочена ко Всемирному дню ребенку. Сбор игрушек, чтобы поддержать детей, которые находятся на длительном лечении. Поговорим об этом с нашим первым гостем. В Якутии впервые пройдут Дни монгольского кино. Какое кино покажут якутскому зрителю, узнаем в течение этого часа. Ну и, друзья, напоминаю, конечно, что мы всегда с вами на прямой связи. Вы всегда можете писать свои вопросы по номеру 8 914 273 44 88, а также обращаться к нам в наш телеграм-канал «Утро Якутии». Подписывайтесь и узнавайте последние и актуальные новости. Ну а прямо сейчас мы узнаем, какая же погода за окном ждет нас в этот понедельник. По данным Якутского гидрометеоцентра, в 6 часов утра температура воздуха в центральных районах составила 41-44 градуса со знаком минус. В заречной группе от 43 до 47 градусов мороза. В южных в это утро в Нерингре минус 30, минус 35 в Алдане. В Вилюйской группе от 32 до 36 мороза, в Нижнеленских 38-44, в западных 31-37 градусов ниже 0. В Колымо-Индигирской группе улусов минус 31, минус 49, в Янских 37-44, на северо-западе 24-30 градусов мороза. В городе Якутске температура воздуха на 6 часов утра составила минус 41 градус. Атмосферное давление 766 миллиметров ртутного столба. Штиль. В течение дня синоптики обещают ветер юго-западный. Температура воздуха 36-38 градусов ниже 0. На календаре 28 ноября – Киберпонедельник. Это такое маркетинговое название понедельника, который наступает после Черной пятницы, дня огромных скидок и распродаж, и является ее продолжением. Но уже не в живых и обычных магазинах, а в сети интернет. Это время онлайн-распродаж, когда интернет-магазины предлагают товары по сниженным ценам, которые можно приобрести, не выходя из дома. На календаре 28 ноября. Сегодня отмечают Всемирный день сострадания. По народному календарю Гурьев день. По приметам погоды говорили, что если на Гурье ляжет снег, то пролежит до половодья. Этот день в истории. 28 ноября 1365 года в центре Московского Кремля основан Чудов монастырь. Ровно 104 года назад вышел декрет Совнаркома об организации страхового дела в Российской Республике. В 1943 году в этот день в Тегеране открылась конференция Большой Тройки. Встреча глав Советского Союза, США и Великобритании укрепила сотрудничество главных держав антифашистской коалиции и согласовала планы военных действий против Германии. В 1989 году, 28 ноября, принят в эксплуатацию боевой ракетный комплекс «Молодец». Для российской оборонной промышленности заступление на боевое дежурство боевого железнодорожного ракетного комплекса существенно укрепило обороноспособность страны, а также в очередной раз доказало научный и производственный потенциал России. В этот день родились Уильям Блейк, английский поэт и художник, Фридрих Энгельс, немецкий философ, историк, один из основоположников марксизма, Антон Рубинштейн, российский композитор, основатель первой русской консерватории, Александр Блок, русский поэт Серебряного века, Стефан Цвейг, австрийский писатель, драматург, Дмитрий Лихачев, советский литературовед, историк культуры, филолог, академик. В этот день также родился Константин Симонов, советский писатель и поэт. Именины сегодня у Григория, Гурия, Дмитрия, Никиты, Николая, Петра, Самсона и Филиппа.
В Якутии стартовала акция «Коробка храбрости». Акция приурочена ко Всемирному дню ребенка, который празднуется 20 ноября. В рамках акции идет благотворительный сбор детских игрушек для дальнейшей передачи их в детские и медицинские учреждения, где на реабилитации находятся дети. Об этом в специальном проекте мы поговорим с нашим первым гостем. В гостях у нас Артем Евмененко, сопредседатель Центра поддержки гражданских инициатив Республики Саха-Якутия. Доброе утро. Доброе утро. Ну и для начала расскажите нам, что это за акция и когда она стартовала. Ну, акция стартовала 18 ноября, как вы сказали, приурочено это было ко Дню ребенка. И продлится она до 5 декабря, это будет День волонтера. Вот. Вообще суть этой акции – благотворительный сбор, как уже выше сказано, с дальнейшей передачей игрушек в детские и медицинские учреждения детям, которые находятся там в стационарах. Вот. Откуда название? Название «Коробка храбрости», она, скорее берет такое философское начало, потому что дети, которые столкнулись с такими, можно сказать, трудностями жизни, проходят неприятные, порой болезненные процедуры, действительно достойны, наверное, подарка за храбрость. Кому эти игрушки будут переданы? Может быть, возраст участников этой акции, которые получат свои подарки за храбрость? Возраст на самом деле здесь не определен, то есть мы не брали посписочно всех детей, поэтому мы рекомендуем игрушки более универсальные к приобретению и благотворительному сбору. А по каким учреждениям их будут распространять? Да, все это пойдет, конкретно у нас здесь в Якутске, это тубсанаторий, это детская инфекционная клиническая больница, это педиатрический центр, который входит в состав республиканской больницы номер 1, и также это научно-практический центр педиатрии. А как часто вы эту акцию проводите? Это первый опыт или же уже он себя зарекомендовал на протяжении нескольких лет? Вообще не первый год. В прошлом году был старт по всей России, поэтому можно сказать второй раз. Можно подвести итоги за прошлый первый год? В прошлом году, конечно, акция очень хорошо прошла. Было собрано порядка 200-300 игрушек здесь у нас в Якутске. Но в этом году масштаб у нас гораздо больше. Эта акция, она по городу Якутску и ближайшим районам, либо по всей республике? Вообще объявляем мы по всей республике. Например, в конце прошлой недели к нам подключился и Мирнинский район, тоже Намский район. Поэтому, охват, можно сказать, региональный. Как можно стать участником и кто чаще всего помогает детям? Участником можно стать очень легко. Достаточно написать нам на почту, в наш оргкомитет. Если это предприятие, то мы приезжаем, устанавливаем специально оформленную коробку этой храбрости. И тогда предприятие сможет самостоятельно организовать у себя благотворительный сбор. Если это отдельно взятый человек, то он также может нам написать на почту, проявить желание поучаствовать. И тогда мы ему предоставим раскладку адресов наших партнеров, где коробки установлены, то есть куда можно прийти и положить коробку. Вообще участников в этом году очень много, и они очень самоинициативно писали сообщения, звонили. Здесь у нас очень много акционерных обществ: Саха-Транснефтегаз, Саха-Нефтегазсбыт, Полярные авиалинии, Водоканал, Теплоэнергия, Саха-Энерго. Также министерство, Министерство здравоохранения, конечно, здесь тоже очень большую роль играет. Это и Республиканская больница номер 2, номер 3, это медцентр города Якутска. Также это онкологический центр, стоматологический центр. Кроме того, к нашему приятному удивлению, очень активное участие принимают детские сады. Это Кискиль, это Северные звездочки, Олененок, Ивушка, это школы, гимназия, Центр глобального образования, Якутский городской лицей, школа номер 5, школа номер 32. И сегодня даже, акция идет уже неделю, больше, но еще не поздно присоединиться. Сегодня присоединяется аэропорт Якутск как предприятие.
и детский садик 90. Ну и я думаю, после нашего эфира, еще, дорогие зрители, вы тоже присоединитесь к акции. Что касается самих вот этих вот подарков для детей, если я напишу вам как раз-таки письмо о том, что хочу стать участником, как физлицо, мне будет представлен какой-то шорт-лист, какие подарки, ну, в каких вещах нуждаются дети, или же это могут быть любые подарки? Ну, вообще, определенные рекомендации, конечно, есть. Мгм. Во-первых, по габаритам. Ну, то есть примерно 20 на 20 на 20, ну, то есть такой куб, да? Максимум это куб из 30 сантиметров. Мгм. То есть слишком габаритные большие вещи не нужны. Слишком сложно технические тоже нет. То Мягкие, есть всякие вот эти вот лего-конструкторы нежелательно. мелкое лего нежелательно, потому что будет теряться, может достаться маленькому ребенку, который может случайно, ну, пораниться, может быть, проглотить, да. Крупное лего допускается сложно технические, из разряда, допустим, что-то на пульте управления очень такое сильно роботизированное. Мы стараемся, чтобы все игрушки были примерно одного ранга, так скажем. Вот. Приветствуются простые куклы, простые машинки, развивающие игрушки, головоломки. Также канцелярия приветствуется, раскраски, карандаши, фломастеры, книги. Это и сказки, ну, научная литература получается, художественная. Вот. Что Мягкие касается, может быть, игрушки. каких-то, да, вот мягкие игрушки по Санпину, допустимы ли они? Мягкие игрушки не совсем рекомендует Минздрав, потому что все-таки мы передаем эти игрушки в медицинские учреждения, и они должны проходить дезинфекцию. Ну, понимаете, что это будет очень сложно, мягкие тряпичные игрушки дезинфицировать. А какой еще отклик есть от самих получателей, от детей? Пока его еще нет. Мероприятие по Запро- передаче, да, Мгм. мероприятие по передаче игрушек будет 5 декабря. А за прошлый год? Как вообще сами детки восприняли вот эту акцию? Вообще, конечно же, очень рады, потому что вот это именно тот период, когда они очень многого лишены, и внимания близких, да, то есть очень ограничено общение, и, конечно же, обстановка для их детского мировоззрения, да, не такая праздничная. Дома, понятное дело, много игрушек, а вот хотелось бы нам создать именно вот в больницах такую атмосферу, хотя бы немножко их морально поддержать, чтобы было легче. Поэтому, конечно, обратная связь – это исключительная благодарность и радость детей. Ну, и это радует. Большое спасибо, Артем, за то, что в это утро рассказали и начали нашу неделю с таких хороших новостей. Я думаю, наши телезрители видят сейчас на своих экранах адрес электронной почты, куда можно отправить заявку на участие в этой акции. А прямо сейчас к нам присоединились наши коллеги из информационной службы с последними и актуальными новостями. В эфире новости. Доброе утро. Правительство России одобрило упрощение процедуры ввоза радиоэлектронных средств и высокочастных устройств на территории России. Весной о прекращении поставки в Россию оборудования для сотовой связи заявили Ericsson и Nokia, что сказалось на обеспеченности российского рынка необходимым оборудованием. Также весной правительство России легализовало параллельный импорт для удовлетворения спроса на востребованные зарубежные товары. Один из принципов, по которым товары включаются в список прекращения поставок на российский рынок. В Якутии на палеолитической стоянке найден самый древний вирус. Несколько вирусов обнаружено в разных местах, в том числе в кишечнике древнего волка и в шерсти мамонта. Международная команда ученых, проводя исследование образцов многолетней мерзлоты из Сибири, открыла самый древний вирус на Земле. Возраст организма оценивается в 48,5 тысяч лет. Совместную работу провели французские, немецкие и российские ученые. Материалы для исследования взяли на территории Якутии и Камчатки. Образцами для проб стали останки древних животных и почва из многолетней мерзлоты. В условиях лаборатории вирусы получилось оживить. Угрозы для людей они не представляют.
Как сообщает дирекция биоресурсов и природных парков Якутии, 22 ноября завершился уникальный эксперимент. Осуществлен зимний отгон бизонов с использованием лошадей. Пройденное расстояние более 120 километров при температуре воздуха минус 40-45 градусов. Первые 2 дня перегона проходили очень тяжело. По местам пожарищ, где лошадям было трудно передвигаться, лесные бизоны все время норовили убежать. Но с 3-го дня они привыкли к всадникам и 20 ноября были возвращены на главную базу питомника. На сам перегон понадобилось всего 4 дня. Все животные живы-здоровы, у всех хорошая упитанность. Будем надеяться, что животные в следующем году принесут потомство, поделился начальник управления биологических ресурсов Сергей Егоров. В Якутске провели долгожданный урок от профессионала своего дела, визажиста Нинель Даниловой. На уроке детей научили выбирать и правильно использовать декоративную косметику и помогли освоить искусство создания легкого естественного макияжа. А также дети узнали, как подчеркивать свои достоинства с помощью косметики. Урок проведен в рамках инклюзивного проекта «Обнимаю сердцем». Будем рассказывать о том, как правильно наносить уход, как правильно краситься для детей и подростков, которые состоят в инклюзивном проекте «Обнимаю сердцем». Вот. Мастер-класс абсолютно бесплатный, он благотворительный, и очень много полезной информации подготовила для каждого участника, и плюс еще очень много подарков от меня. Россияне в этом году сильнее ждут и готовятся к приближающемуся Новому году. Поэтому спрос на праздничные товары в ноябре вырос более чем в 5 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Отмечается, что в топ товаров вошли подвесные елочные украшения, новогодние шары, светодиодные звезды, камины, фонари и фигурки и прочие новогодние товары. Кроме этого, россияне активно покупают товары для интерьера. По России спрос на такую продукцию вырос на 203%. Покупки жалюзи увеличились на 122%, диффузоров на 317%. Большое спасибо, Валерия. Двигаемся далее. Помощь фронту оказывается не только нашими предприятиями, но и образовательными учреждениями. Сегодня мы хотим рассказать о неравнодушных студентах Арктического государственного института культуры и искусств, которые под руководством своего преподавателя Антонины Романовой шьют носилки для фронта. Носилки можно использовать не только для эвакуации раненых бойцов, но и для переноски грузов, а также в качестве гамаков. Девушки полны желания помочь и уверены, что их вклад поможет российским воинам одержать победу и вернуться домой живыми и здоровыми. Помощь раненым военнослужащим якутянам можно отправить и на специальный счет. Средства, поступающие на счет, будут направлены на поддержку военнослужащих из Якутии, находящихся в госпиталях разных городов России. В назначении платежа нужно указать: благотворительная акция «Своих не бросаем». Реквизиты счета и QR-код также размещены на официальном сайте Постпредства Якутии в Москве. Конец года диктует нам свои правила, поэтому многих ожидает непрожженная работа и деловая активность. Но ведь и хорошие дела всегда вознаграждаются отличными результатами, подарками, повышениями рабочего статуса и финансовыми возможностями. Не ленитесь, будьте конструктивны, и тогда у вас все получится. Овны. Овнам лучше повременить с поездками на дальние расстояния, инициацией новых проектов и ведением дел в судебных инстанциях. Чувства носят неопределенный характер, преисполненные большой фантазией. Склонность к самообману, иллюзиям и разочарованиям трансформируется в возможность выразить себя в искусстве. Тельцы. Тельцам предстоит не самая легкая неделя с точки зрения материальных аспектов жизни. Не стоит рассчитывать на скорую финансовую помощь деловых партнеров или супруга, а также на получение крупного дохода денежных займов. Усиливается склонность рисковать, принимать спонтанные решения и идти на поводу у своих чувств. Близнецы. Близнецам не хватает устойчивости и ясности. Возможен разрыв деловых соглашений и охлаждение в отношениях с супругами. Не рекомендуется на этой неделе заключать официальные контракты. Главное – держать себя в руках и не рубить с плеча, идя на поводу у эмоций.
Раки. У раков на этой неделе возможны поездки, связанные с решением рабочих вопросов, лечением, отстаиванием судебных интересов или защитой проекта. Главная особенность этой недели – усиление чувствительности и сентиментальности. Львы. У львов наблюдается напряжение в любовных и финансовых делах, искаженное восприятие себя, создание иллюзорного образа своего избранника. Захочется потратиться на дорогие вещи, развлекаться и посещать светские мероприятия. Не рекомендуется участвовать в валютных и биржевых операциях, брать кредиты и займы, потому что эти мероприятия могут затянуться на долгое время. Девы. У девы недопонимание с домочадцами приведет к конфликтам и разногласиям. Искаженное восприятие ситуации обостряет чувства и ведет к разочарованиям. Просмотр мелодрам позволит нейтрализовать переживания и перевести внимание на более важные сферы вашей жизни. Весы. У весов особого внимания потребуют дела, связанные с оформлением или подписанием документов. В личной жизни усилится тревожность и раздражительность. Даже может возникнуть чувство оторванности от реальности, что нарушает душевное спокойствие. Это не самая простая неделя. Наберитесь терпения. Скорпионы. У скорпионов возможны чрезмерные затраты на детей, возлюбленных или развлечения. Но это может ударить по вашему бюджету. Вообще усилится тяга к удовольствиям, но дальние путешествия нежелательны. Вы смотрите на мир через розовые очки и склонны потворствовать своим прихотям. Не переборщите. Стрельцы. Стрельцы, с точки зрения социальной реализации, вы звезды этого периода. Но вам нужна пауза от домашних дел и семейных проблем. Не стоит проявлять активность в сферах, связанных с недвижимостью, строительством или ремонтом. На этой неделе возникнет острое ощущение незащищенности. Обратитесь за помощью к своей семье и родным. Будьте искренним. Козероги. Несмотря на присущую козерогам рассудочность, у этого знака притупляется возможность трезво оценивать ситуацию. Преобладает рассеянное внимание, оторванность от мира, раздражительность, ощущение, будто вы не в своей тарелке. В этот период вам стоит остерегаться телефонных мошенников. Тщательно проверяйте документы и всю поступающую вам информацию. Водолеи. Водолеям будет трудно планировать денежные поступления, к тому же возможны непредвиденные траты и даже изменение источника дохода. Много энергии будет уходить на пустые размышления. У кого-то порыв дойдет до того, что ситуация приведет к увольнению с работы. Позвольте себе любить. Лучшие моменты вы найдете со своей второй половиной. Рыбы. У рыб наблюдается трудности в достижении целей. На этой неделе преобладает состояние неопределенности, размытости чувств и желаний. В таком состоянии не рекомендуется обращаться к начальству или любые другие вышестоящие инстанции. Несмотря на то, что о завершении пандемии коронавируса говорить еще рано, компании возвращают сотрудников с удаленки. А значит, многим из нас придется вернуться в офисы. О работе на диване в любимой пижаме под бодрую музыку на весь дом придется забыть. А вот правила поведения на рабочем месте, напротив, освежат в памяти. Наша новая рубрика «Школа этикета» напомнит правила, которые сделают рабочую жизнь проще и приятнее. Поддерживайте порядок на своем рабочем столе. Вам самому будет приятнее и удобнее работать, если бумаги и канцелярские принадлежности будут разложены по своим определенным местам. Они раскиданы в так называемом творческом беспорядке. Чистый и опрятный рабочий стол характеризует вас как организованного и ответственного сотрудника. Как бы вы ни были дружны со своими коллегами, всегда спрашивайте у них разрешение, прежде чем взять что-то с их стола, будь то карандаш, степлер, ручка или другая вещь. Если в процессе разговора вам нужно на что-то указать, делайте это рукой с ладонью, повернутой в сторону вашего собеседника, а не с помощью указательного пальца. Но лучше всего избегать подобных жестов, так как привлечение внимания к чему-либо с использованием указательного пальца расценивается как угроза и может вызвать у вашего собеседника негативную реакцию.
Такие простые, но, казалось бы, нужные советы. Друзья, давайте их всех запомним, тем более, что сегодня понедельник, и мы начинаем свой первый рабочий день на этой неделе. Двигаемся далее. Завод «Москвич» запустил производство нового кроссовера. На московском заводе «Москвич», бывшем предприятии компании «Рено России», прошла церемония запуска серийного производства кроссовера «Москвич-3». В мероприятии приняли участие мэр Москвы Сергей Собянин и министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров. Не прошло и 6 месяцев, мы запускаем завод, который в свое время оставила Рено. Москва запускает новую модель под старым брендом. В этом году предприятие сможет выпустить 400 автомобилей с двигателем внутреннего сгорания и 200 электромобилей. В пресс-службе «Москвича» заявили, что пока не называют цену нового кроссовера. Если мы обратимся к истории, то узнаем, что первые автомобили марки «Москвич» начали выпускать в 1930 году, и стоимость первого экземпляра составила 8 тысяч советских рублей. Кстати, о деньгах. Бумажные деньги появились в царской России в начале 1769 года при правлении императрицы Екатерины II. Тогда бумажные банкноты назывались государственные ассигнации. Эти банкноты имели различный номинал и свободно обменивались на монеты, в том числе и золото, в Государственном банке. Использование купюр вместо монет в товарно-денежных операциях было существенно удобнее, так как они имели по сравнению с монетами существенно меньший вес и занимали гораздо меньше места. Сегодня я вам хочу рассказать о данной банкноте. Это 100 рублей 1910 года. На ней изображена императрица Екатерина. Вот. Это очень большая банкнота. Вот, и по размеру, и по денежной покупательности. Вот. В то время, в 1910 году, средняя зарплата у рабочего была 38 рублей, у фельдшера 25 рублей, вот. У генерала оклад был 500 рублей. Вот. В то время, в 1910 году, средняя квартплата в Москве была 25-35 рублей. Вот. В то время, уже в 1910 году, уже были водяные знаки, то есть степень защиты. Если на просвет поднять, то будет тут изображение Екатерины. Вот. И хотелось бы сравнить эту банкноту с нашими деньгами, которые сейчас. Вот если приложить наши 100 рублей, вот, то получится вот такое соотношение. Как вы заметили, банкнота очень большая по объему. Вот. В то время были большие кошельки, и просто так в карман ее не положить, все время деньги слаживали вдвое, а то и вчетверо. Поэтому они до нашего времени все, если сохранились, в основном всегда они помятые в несколько раз, сложены. Данную банкноту можно приобрести у коллекционеров. Рыночная цена ее примерно 800–1500 рублей. А в Ленске готовится к открытию ледовый корт. Сегодня сотрудники спорткомитета и тренер по хоккею сами занимаются заливкой льда. Процесс это не быстрый, длится уже почти неделю. Еще столько же времени требуется до завершения работ. Уже в следующие выходные любители коньков смогут провести активные выходные. Заливка льда идет ежедневно, утром, в обед и вечером. Как только подмерзает один слой, тут же начинается заливка следующего. Для этого используется только горячая вода и несложный предмет баклуша. Холодная вода застывает, горячей водой можно протащить, она выравнивается, разглаживается. Мы сейчас заливаем пока без тряпки, потому что без тряпки он получается слой толще. С тряпкой он разглаживается, слой меньше заливается.
Процесс подготовки льда не быстрый, он длится уже целую неделю. Требуется еще столько же времени для того, чтобы он был готов для массового катания. Но для тренировочного процесса хоккеистов 3 слоев, которые планируется залить до выходных, вполне достаточно. Поэтому занятия спортсменов начнутся уже с 28 ноября. И как видите, сегодня мы попали на полдень, это где-то в 15:00 мы начинаем вторую заливку. Сейчас мы лед нарастили от 2 до 3 сантиметров. Мы начинаем тренировочные мероприятия с данных выходных. Массовые катания начнутся с 10 декабря. Сегодня в пункт проката закуплены новые коньки различных размеров для взрослых и для детей. Мы списали в этом году коньки около 50 пар. И сейчас у нас в наличии 60 пар целых коньков. И мы закупили 75 пар. Они на данный момент находятся в сортировочном пункте в городе Новосибирске. Так же, как и прежде, прокат будет бесплатным. Работать для массовых катаний крытый каток будет только по выходным. Надо сказать, что в ближайшее время будет открыта и лыжная база. Там сегодня идет ремонт подъемника. Его планируется завершить в течение следующей недели. Светлана Балеева, Александр Ильчук, Ленск. Хорошо, когда на выходные есть планы и можно их также провести активно. Но кто-то остается дома, и выходные бывают испорчены. Детский плач, телевизор, стиральная машинка, бесконечный поток звуков – все эти звуки смешиваются в единый поток и буквально сотрясают дом, а вместе с ним и личное пространство. Что делать, если соседи сильно шумят и нарушают ваш покой? Кому обращаться и как доказать факт нарушения тишины? Наша рубрика «Советы юриста» подскажет, что делать в такой ситуации. Доброе утро, дорогие телезрители! Сегодня мы поговорим о шуме, именно о шуме в нашей квартире. Итак, напоминаем, что с 8 утра до 21 часа у нас, в общем-то, можно шуметь, да? Дальше, получается, с 10 часов утра до 22 часов по выходным также вроде бы можно, да? Да, в ночное время запрещается. Также у нас установлена отдельная норма в Якутии, то есть у нас установлен перерыв с 13 часов до 15 часов, когда запрещены именно ремонтные работы и звуковоспроизводящее оборудование. То есть не на все нормы, которые устанавливает закон, а только на ремонт и, собственно, проигрывайте телевизоры, которые сильно шумят. Если регулярно, на протяжении продолжительного периода, там, допустим, хотя бы в 3, в 4, в 5 дней, а вы слышите очень громкие шумы в ночное время, то, соответственно, можно обратиться в Роспотребнадзор, провести замеры и установить, что этот шум, правда, превышает допустимые пределы, и обратиться к соседям. Если вы не сомневаетесь, что это ночь, и вдруг у вас поют, кричат, ремонтируют, применяют пиротехнику под окном, конечно, смело вызываем участкового, составляем протокол об административном правонарушении, привлекаем соседей, которые страдают вместе с вами, и данный материал отправляется для того, чтобы уже вынесли штраф и на виновника его наложили. Что для этого нужно? Ну, во-первых, нужно все-таки зафиксировать, если вдруг шум имеет какую-то периодичность, то есть вы вызвали участкового, уже все тихо и спокойно, нужно зафиксировать его на видео. Далее мы стучимся в соседнюю квартиру, просим вашего любимого соседа также подписать акт о том, что правда соседи шумят, невозможно жить. Потом все эти материалы передать участковому. Если речь идет о том, что у вас открылся, например, новый магазин под окнами, и почему-то погрузку он осуществляет именно ночью, или техника у него работает ночью, решили там асфальт укладывать, это уже другой вопрос. То есть обращаемся в Роспотребнадзор в первую очередь. Роспотребнадзор выезжает, проводит из вашего окна замеры шума, составляется акт Роспотребнадзора, направляется виновнику, и он уже должен принять меры. Если не примет, соответствующие санкции на него будут наложены. Если громко работает оборудование дома, то есть это может быть котельное оборудование, которое слишком громко, некорректно работает, это может быть лифт, который вот прям шумит невозможно, то есть явно какой-то звукоизоляции не хватает, и все это в квартире слышно, обращаемся в управляющую компанию. Обратились, управляющая компания бездействует, но вы уверены, что этот шум превышает нормы в дневное, ночное время, да, что жить невозможно, также это нарушает ваши права, обратились в Роспотребнадзор, провели замеры и также потом продублировали заявление в прокуратуру, потому что это нарушает возможность вашу жить, отдыхать в этом жилом помещении, то есть его эксплуатировать по назначению. Уникальный сафари-парк круглогодично работает на территории Приморского края. Побывав там, можно встретить тигров, волков, медведей, оленей и многих других животных и птиц. Как они все уживаются на одной территории, в материале Лидии Гасанбалаевой.
Одним из главных особенностей сафари-парка является возможность полного контакта с животными. Их можно погладить, покормить, а также сделать памятное фото. Для зверей это не является стрессом, так как они с детства приучены к тесному общению с людьми. Приморский сафари-парк – это туристический бренд края. 16 гектаров леса оборудовали в ландшафтный парк для содержания животных Приморского края. Сафари-парк разделен на несколько тематических зон. Парк тигров, леопардов, львов, копытных и медведей, а также есть отдельный парк птиц. Животные парка могут бегать в галоп и общаться друг с другом. Некоторые виды уже сегодня живут семейными группами, то есть с детенышами. Например, пятнистые олени, косули, еноты и лесные коты. Для хищников, к примеру, существует так называемый голодный день. Это каждый понедельник. То есть в искусственных условиях для них достаточно корма, и они склонны к набору лишней массы. Лишняя масса будет негативно сказываться на физиологическом состоянии животного. Соответственно, введен такой своеобразный разгрузочный день, когда хищник не получает корма. Но сразу после него обязательно идет живой день, когда кормят живой пищей. Якутяне полюбили парк, и он стал местом обязательного посещения для многих туристов из республики. Вот и сегодня студенты, обучающиеся во Владивостоке, посетили животных и поделились своими впечатлениями. Мне сафари-парк очень понравился своими размерами. Мы посмотрели очень много животных. Начинали с тигров, вот закончили косулями. Вот. И мне очень нравится, что животные находятся не в клетках маленьких, как мы представляем, а они находятся в открытом пространстве, так сказать, на природе. Экскурсовод очень хорошо рассказывал, узнали очень много информации. И больше всего, наверное, мне понравилось увидеть вживую и узнать какие-то такие факты о, наверное, львах. А также в 2015 году сафари-парк получил большую известность, когда вся страна наблюдала за удивительной дружбой тигра Амура и козла Тимура. Важно, что животные не сидят в клетках, а живут практически в привычных для себя условиях. Спокойно гуляют по огромной территории парка. Лидия Гасанбалаева, Владивосток. Дом дружбы народов имени Алексея Елисеевича Кулаковского совместно с фондом кинорежиссера Монголии Балжиням при поддержке Министерства по внешним связям и делам народов Республики Саха-Якутия с 26 по 30 ноября текущего года проводит Дни монгольского кино, посвященные 80-летию известного монгольского кинорежиссера Бекзин Балжиням. В эти дни гостям и жителям столицы представится возможность ознакомиться с лучшими произведениями монгольского киноискусства. Более подробно об этом мы поговорим с гостьей нашей студии. У нас в гостях Амаржалгал Балжиням, председатель фонда кинорежиссера Бекзин Балжинян, председатель общества Саха-монгольского сотрудничества. Доброе утро. Доброе утро. Ну и расскажите нам, в Якутии впервые пройдет такой фестиваль монгольского кино? В этом году, да. Первый раз. Что интересного ждет наших жителей, гостей столицы? Что мы увидим, что мы узнаем? Дни монгольского кино проходят в первый раз в Якутии, и мы привезли фильмы режиссера Балжиняма, 3 фильма «Кочуем к вам», «5 пальцев одной руки» и «Тень». Что это за фильмы? Это драмы или же они, наоборот, раскрывают культуру монгольского народа? Да, это мелодрамы и драма «Одна тень». Фильм, например, «Тень», он рассказывает о войне, как война влияет на души людей, как она меняет их судьбы, ломает их судьбы. Да? А 2 другие фильмы, они мелодрамы о жизни, о быте, может быть, да, как обычаях монгольского народа. Там можно увидеть очень интересные кадры. Вот, и вообще, как пришла идея именно провести такой фестиваль? Ну, Дом дружбы Кулаковского, они с 2018-2019 года нам предлагали после дней кино Чингиза Айтматова, предложили, давайте сделаем тоже дни монгольского кино, но в большинстве, чтобы показали фильмы кинорежиссера Бекзин Балжиняма.
Вот так идея зародилась. Давайте поговорим о нем более подробно. Чем он знаменит, чем он примечателен, этот кинорежиссер для наших жителей нашей республики? Ну, мы практически все впервые о нем слышим. Вот расскажите о нем. Ну, Бальжинян, он окончил в ГИК, Всероссийский государственный университет кинематографии в Москве в 1969 году. Он окончил как кинооператором, но потом закончил тоже там же высшие режиссерские курсы и стал режиссером. Но в то же время он еще и писал свои сценарии. Короче, его считают в Монголии новатором, который внес значимые, да, вот, интересные вот такие новаторские как бы, ну, идеи снятия фильма там, и в операторском, и в режиссерском плане. И поэтому его считают как бы, ну, лучшим, одним из лучших, да, режиссеров Монголии. Его фильмы очень интересны тем, что он показывает в своих фильмах и современные, и детские даже, да, снимает картины, и даже трагедии, и, ну, очень-очень разные типы кино он снимал. Вот. На разные возрастные категории. На разные возрастные категории. Вот. У него есть две исторических картин: «Мандухай», «Мудрая княгиня Мандухай» и фильм о Чингисхане, называется «Под вечным небом». Они многосерийные, и, может быть, если Якутия заинтересуется, можно их показать вот якутскому зрителю именно по телевидению, можно, думаю. Что касается фильмов, которые представлены на этом кинофестивале, сегодняшним нашим современным зрителям, насколько эти темы актуальны и понятны, может быть? Ну, первый фильм, который показали мы в субботу, это «Кочуем к вам». Может быть, тема чуточку такая, ну, непонятная, может быть, да, якутскому зрителю, но все-таки кочевые народы, у них тоже есть, наверное, такие темы, когда ну, мать, да, теряет ребенка и нуждается вот в любви, да, и вот у монголов, например, есть такой обычай, когда, ну, женщина теряет ребенка, многодетная мать как бы отдает своего одного ребенка вот такой семье, например, да. У нас такая тема очень-очень до сих пор имеется, и поэтому это для монгольского зрителя это очень актуальная тема. Во-вторых, «Пять пальцев одной руки» — это тоже тема, до сих пор актуальная, мне кажется. Да? Этот фильм был удостоен специального приза на Московском кинофестивале в 1983 году. И тема тоже семьи, когда многодетная семья разрывается, да, и отец уходит к другой женщине. Вот эти вопросы тоже до сих пор актуальны, мне кажется. Да, вот. То есть такие социальные драмы. Да, социальные вот такие драмы. И как в этих случаях дети, да, от этого страдают. Вот. Что касается возрастных ограничений этого кинофестиваля, с какого возраста уже можно приходить и смотреть эти фильмы? Ну, мне кажется, уже плюс 13, плюс 16 можно, думаю, смотреть. В рамках кинофестиваля какие еще события будут запланированы? Может быть, мастер-классы, какие-то встречи? Да, конечно, вы правы. Мы уже запланировали мастер-класс со студентами АГИКи, например, да, и там будут наши встречи, показ еще и рассмотрение каких-то вопросов по режиссерским, наверное, да, и по снятию фильма, вот по профессиональным, например, да, вот, Мы приехали вместе с нашей актрисой театра и кино, она очень известна у нас как драматический, да, актер, и она является главной ролью фильма «Тень». Короче, сегодня
будет показан фильм «Тень», и будет встреча, например, со зрителями, вопросы, диалоги, вот какие-то вот. Ну и для тех, кто смотрит нас, я думаю, многие заинтересовались, потому что это действительно обмен культурами. Где, во сколько и куда нужно подходить, чтобы все это увидеть? Сегодня в 12 часов у нас будет встреча со зрителями в Дом дружбы имени Кулаковского. И в 12:30 будет показ фильма «Тень». А завтра еще будет показ фильма «Пять пальцев одной руки». 15 часов, наверное. Большое спасибо вам за то, что в это утро вы пришли и поделились с нами такой интересной, полезной информацией. Я думаю, это будет интересно всем нашим телезрителям. Ну а прямо сейчас к нам присоединились наши коллеги из информационной службы с последними и актуальными новостями. Доброе утро, вы смотрите новости. Президент России Владимир Путин не исключил, что льготы российских военных могут быть распространены на ополченцев Донбасса с 2014 года. На встрече с матерями военнослужащих, участников специальной военной операции в пятницу, глава государства пообещал дать поручение проработать этот вопрос. Президент сообщил, что уже обсудил данный вопрос с министром обороны Сергеем Шойгу и вице-премьером Татьяной Голиковой в общих чертах. Теперь я записал, и это будет более конкретное поручение. Мы проработаем над этим, пообещал Путин. В Национальной библиотеке Якутии состоялась республиканская акция «Диктант Ланхо». Диктант написали около 70 человек. В Якутии акция «Диктант Ланхо» проводится второй раз. В этом году в акции приняли участие 30 районов республики, 273 библиотеки. Также диктант напишут якутяне, которые живут в Калининграде. В Национальной библиотеке участники заслушали отрывок из Аланхо Нюргун Ботур «Стремительный» Платона Аюнского. Впервые диктант проходит на двух языках – якутском и русском. По итогам будут выявлены лучшие, им будут вручены чороны победителя и благодарственные письма. Фэнтези Ланхо 2022. Выставка под таким названием работает в историческом парке «Россия. Моя история». На ней представлены лучшие работы цифровых художников со всей республики, которые прошли конкурсный отбор. Среди них как опытные профессионалы, так и начинающие, совсем юные авторы. Всего на конкурс было выставлено 68 работ. Для выставки было отобрано 28 картин. После картины были обработаны и доставлены графические эффекты. Напомним, в историческом парке работает сразу две выставки, посвященные героическому эпосу Ланхо. На второй представлено материальное наследие народа Саха, национальная одежда, книги и не только. Всю экспозицию можно посмотреть до 11 декабря. Цель нашей мультимедийной выставки – это популяризация якутской мифологии, нашего богатого эпоса Ланхо на цифровом современном формате. И главное в этом мультимедийной выставке – это привлечение молодежи, школьников, чтобы в дальнейшем и это русло тоже развивалось и передавалось из поколения в поколение уже улучшенных форматах. В столице республики стартовали Дни монгольского кино. До 30 ноября в Доме дружбы народов будут показаны полнометражные игровые фильмы режиссера Бекзиина Балжиняма, признанные на родине классикой. Чтобы представить эти кинокартины, в Якутск прилетела дочь знаменитого монгольского режиссера. Также в рамках проведения Дней монгольского кино для гостей и жителей столицы состоится круглый стол. Встреча с артисткой театра и кино, заслуженным деятелем искусств Монголии Далгасурен Дорж. У него очень творческая такая работа была именно в художественных фильмах. Он известен как режиссер исторических фильмов. У него есть две такие картины «Мудрая княгиня Мантухай», одна, и 4-серийный фильм, и другой о Чингисхане, называется «Под вечным небом». На этом у нас все. Хорошего дня. В арт-галерее «Ургел» состоялось торжественное открытие выставки «Таинственное зеркало души». Снимки глаз с патологиями зрения из Якутской республиканской офтальмологической клинической больницы прошли сквозь призму искусства, преображенные в руках живописца Миры Аргуновой. Картины из анамнеза пациентов увидела Ирина Григорьева.
Глаукома, катаракта, глаза с сахарным диабетом стали предметом искусства. В этих картинах были использованы реальные медицинские снимки пациентов. Эти снимки долгие годы собирал лазерохирург Пантелеймон Аргунов, а художница Мира Аргунова использовала их в своих произведениях искусства. Эту картину смогут увидеть все, даже люди с нарушениями зрения. Глаза боятся, а руки делают. Именно с таким посылом художник Мира Аргунова решила претворить в жизнь смелую идею. Сложная коллаборация авангарда и живописи. Человеческий глаз стал предметом искусства. 33 картины написаны на основе реальных медицинских снимков. Это снимки биомикроскопии глазных яблок, обследованных при помощи щелевой лампы. Микроскоп – главный инструмент врача-офтальмолога. Щелевая лампа дает возможность получить такой оптический срез хрусталика и под большим увеличением исследовать детали глаза, причины помутнений и смещений хрусталика. В картинах Миры глаза больных катарактой, глаукомой ожили и помогли зрителям увидеть скрытый смысл обычных вещей. Я увидела эти снимки глаз, они поразили меня своей красотой, прекрасными цветами и удивительной графикой. Уникальное творческое решение. Художник Мира Аргунова признается, природа сама по себе удивительна, независимо от каких-либо особенностей и состояний. Поэтому в медицинских снимках она нашла красоту. Снимок из анамнеза превратился в искусство. Местами автор редактировала цвет, так как некоторые снимки были черно-белые, но большинство глаз уже были цветные. Глаза – зеркало души и раскрывают горизонты для творчества, отмечает художник. Автор смотрит на свои работы философски и дает зрителям увидеть то, что всегда за кадром, заглянуть в саму душу. Картина называется «Счастье слепо на оба глаза». Человек, когда счастлив, он, с одной стороны, ничего не замечает, а второй смысл в том, что счастье, как и, скажем, Фемида, слепо и не выбирает, кому достаться. Олицетворяет вот это состояние счастья, когда она счастлива и ничего не замечает вокруг. А с другой стороны, возможно, она и олицетворяет само счастье, и нужно успеть его поймать, потому что оно ведь слепо, оно может вас само не найти. Каждая картина связана с поговорками на 6 языках народов России – бурятский, татарский, башкирский, алтайский, якутский и русский. Распознать человека можно только по поступкам. На картине «С глаз долой и сердца вон» башкирская девушка стоит с закрытыми глазами на фоне яркого оранжевого глаза. Татарская поговорка «У немого ворона глаза выколет» обрела жизнь в сочных красках желтого глаза. В разных культурах пословицы про глаза наполнены глубоким смыслом. Эти меткие фразы говорят о том, насколько точно глаза отражают внутреннюю сущность человека. Персональная выставка Мира Аргунова имеет инклюзивный компонент. Произведения смогли увидеть люди с проблемами зрения. Каждой картине сопутствует модель ее изображения из акрила, которую можно взять в руки и изучить по контурам и рельефам. Первые такие гости, видящие только сердцем, уже побывали на открытии выставки. Затрагивает тему инклюзивности, да, и затрагивает более какие-то глубинные, объединяющие народов, да, работы. И меня очень даже волнительно как-то, да, притянуло, как она умело работает, смешивая техники. В повседневной жизни мы используем много крылатых фраз про глаза, не задумываясь о заложенном в них смысле. Однако люди часто обращают внимание и комментируют чужие жизни, не замечая своих проблем. Эти картины позволяют по-новому взглянуть на вещи, увидеть их скрытый смысл и даже вдохновить других на смелые идеи. Коллаборацию очень сложно придумать, по идее. Ну, так Мира так хорошо придумала такую коллаборацию, но и в будущем это еще будет развиваться. На органы чувств можно рассчитывать, но иногда и они могут обмануть. В этом главный смысл выставки уникального мастера человеческих душ Миры Аргуновой. Ведь главный посыл ее творчества всегда один – красота внутри всего. Надо только это увидеть. Ирина Григорьева, Семен Семенов, Аял Петров, Якутск. Выставка будет идти с 18 ноября по 9 декабря в арт-галерее «Юргел». Двигаемся далее. «Устрой, дед, строй». Панды из московского зоопарка играют в заснеженном вольере. Панды из зоопарка Дин-Дин и Жуи
То ли оказались не в духе из-за прихода морозов, то ли наоборот, обрадовались первому снегу. В любом случае, день у них прошел под девизом «Круши, ломай». Сначала Жуи с разбега разбил тонкий лед, которым покрывала его бассейн, а затем и Дин-Дин последовала его примеру. Однако панде этого показалось мало, и она начала катать по вольеру бревнышки. Вот такая вот замечательная погода в московском зоопарке. Что же ждет наших жителей, животных, а также наших обитателей нашего зоопарка якутского? Узнаем прямо сейчас. Погода на день сегодняшний. По данным Якутского гидрометеоцентра, в 6 часов утра температура воздуха в центральных районах составила 41-44 градуса ниже ноля. В заречной группе от 43 до 47, в южных 30-35 мороза. В Вилюйской группе в это утро минус 32 в Нюрбе и Сунтаре, минус 36 в Верхневилюйске и Вилюйске. В Нижнеленских 38-44 мороза, в западных 31-37, в Колыме-Дигирской группе 31-49 градусов ниже ноля. В Янских 37-44 со знаком минус и минус 24, минус 30 градусов на северо-западе. В городе Якутске температура воздуха на 6 часов утра составила 41 градус ниже ноля, атмосферное давление 766 миллиметров ртутного столба. Штиль. В течение дня синоптики обещают юго-западный ветер с порывами от 1 до 3 метров в секунду. Днем столбик термометра зафиксирует температуру воздуха на отметке 36-38 градусов со знаком минус. Вот такая вот погода за окном. Но, друзья, начинайте свой день правильно, в бодром и отличном настроении вместе с программой «Утро Якутии». Сейчас мы с вами попрощаемся, чтобы встретиться завтра. Здесь же на телеканалах «Якутия-24» и НВК «Саха». Всем отличной недели и хорошего дня!